ничто не напоминает о том торговом переводе. Законы ислама там также святочтутся, как и Конституция Российской Федерации. Ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, Сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи, ва ман иттаба'ахум би ихсани ила йаумиддин, амма ба'ду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, я с великим удовольствием имею честь зачитать вам приветствие главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, чья деятельность на международной арене в рамках исполнения интересов во внешнеполитическом курсе Российской Федерации, они всем хорошо известны, и я думаю, о них говорить долго не приходится, поэтому я сразу перейду к его приветствию. Уважаемые участники и гости, сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», приуроченного к 50-летию создания Организации исламского сотрудничества. Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как на двусторонней основе, так и в рамках контактов с Организацией исламского сотрудничества. Благодаря мудрой политике президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина данный диалог способствует сближению России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, а также совместному поиску путей урегулирования локальных конфликтов и кризисных ситуаций. Чеченский народ знает цену мира, и это понимание лежит в основе современного общества, которое мы строим на принципах миролюбия, сотрудничества, взаимного уважения, как и завещал нам наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров Аллаху Богу. Перед нами стоят задачи консолидации, преодоления распространения экстремистских настроений, особенно в молодежной среде, воспитания в молодом поколении взаимопонимания и взаимоуважения, выстраивания долгосрочных и многосторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Убежден, что предотвращение новых угроз, которые встают перед мировым сообществом, возможно лишь совместными целенаправленными усилиями всех основных центров складывающегося многополярного мира. Данная встреча, безусловно, откроет новые возможности для налаживания платформных контактов, общественных, деловых, религиозных объединений и будет содействовать укреплению нашей общей позиции в борьбе против экстремизма, межнациональной и межэтнической розни. Желаю всем плодотворной работы, успехов и благополучия. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Благодарю за внимание. Исламский форум такого формата очень важен, потому что здесь сегодня присутствуют не только официальные лица, представляющие различные посольства стран исламского мира, но также представители общественных организаций, религиозных организаций, культурных, которые очень четко вплетены в общую матрицу состояния исламского мира и Российской Федерации. Как мы знаем, Россия со дня основания Организации исламского сотрудничества является наблюдателем, и несмотря на это, несмотря на то, что она не является непосредственным членом этой организации, она вносит свою посильную лепту посредством мусульманских организаций, мусульманских республик Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, где преимущественно исповедуется ислам, вносят очень важную лепту, дают очень важные импульсы в деле сплочения и укрепления исламской уммы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям по всему миру, а также это, я думаю, идеальный инструмент для реализации внешнеполитического курса Российской Федерации в странах исламского мира, где Россия, как правопреемница Союза Советских Социалистических Республик, уже возвращает себе общеизвестный имидж России как друга исламского мира и мусульман. И Чеченская Республика в данном контексте играет чрезвычайно важную роль, так как это единственный, пожалуй, на земле регион, который в составе Российской Федерации в свое время одержал безоговорочную победу над международным терроризмом в
благодаря тому, что великий Ахмад Хаджи Кадыров дал Азат Фабулдольцин, достойный сын чеченского народа и достойный представитель великой уммы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма, нашел в себе силы, волю, смелость и, самое главное, великую веру во Всевышнего Аллаха для того, чтобы объединить свой народ в борьбе против этого страшного зла.